Қалдарыңызға лай, амансыздар ма? Здравствуйте всем! Мы, конечно же, продолжаем нашу рубрику «Казах тілі оңай болсын». И сегодня мы разберем самую важную, самую главную тему в казахском языке «Танысқан қуаныштымын». В переводе «Приятно познакомиться». Каждое новое знакомство – это не просто разговор с новым человеком, это возможность узнать другую культуру, понять образ мышления людей, расширить свой кругозор и посмотреть на мир с новой стороны. Именно через общение мы приобретаем новый опыт, новые идеи и новые возможности. Дорогие зрители, я искренне рад, что вы решили изучать казахский язык. Это решение заслуживает большого уважения. Освоение нового языка требует, конечно же, времени, терпения и дисциплины, но каждый новый урок приближает вас к свободному общению. И я надеюсь, что мои уроки помогут сделать этот путь более легким, интересным и эффективным. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А мы начинаем наш урок. Про урок. В этом уроке мы разберем 11 самых важных фраз для знакомства на казахском языке. Вы узнаете, как правильно представиться, рассказать о своем имени, возрасте, месте проживания, учебе или работе. Каждую фразу мы подробно объясним, рассмотрим ее особенности, правильное употребление и закрепим на практических примерах. Ну, это будет диалог, да? В конце урока вы сможете самостоятельно и уверенно рассказать о себе на казахском языке. И первая фраза у нас «Менің атым». Меня зовут. Еще раз. «Менің атым». Вот, например, «Менің атым Самат». Это самая распространенная фраза для представления себя. Используется, когда вы называете свое имя. Вот, например, незнакомый человек подошел к вам и спросил у вас «Сенің атың кім?» Как тебя зовут? Еще раз. «Сенің атың кім?» Тогда вы отвечаете «Менің атым», например, Самат, да? «Менің атым Самат». Теперь смотрите, давайте разберем вторую фразу. Мы будем делать ее с помощью местоимения «мен». «Мен» — это местоимение «я». Вспомнили, надеюсь? Мы потому что проходили это слово. Оно, по идее, многофункциональное. Можно создавать различные фразы с помощью этого слова. Слово местоимения, да? Вот теперь давайте разберем вот эту фразу. Это короткая форма представлений, обычно используется вместе с именем. Мен Саматпан, да? Я Самат. Можно сказать «Менің атым Самат» или вкратце «Мен Саматпан». Мен Саматпан. Теперь смотрите третья фраза. Мен студентпан. Я студент. По этой модели можно назвать любую профессию или род занятий. Вот, например, я учитель, я врач, я инженер. Мен мұғаліммін, мен дәрігермін, мен инженермін. Но здесь важно знать название вашей профессии на казахском языке. Хорошо, мы переходим на четвертую фразу. Мен. Вот теперь смотрите, вместо пробела нужно вставить цифру. Мен жастамын. Например, мен жиырма жастамын. Жиырма это 20. Я надеюсь, все знают цифры. Все знают цифры. Давайте повторим. До 10, я надеюсь, все знают. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь давайте остальные цифры повторим. Он 10, жиырма 20, отыз 30, 40 40, елу 50, алпыс 60, жетпіс 70, 80 80, 90 90 и 100. В казахском языке возраст говорят именно так. Например, мен отыз жастамын, да? Отыз это 30. Нельзя переводить эту фразу дословно, как мне, например, 30 годов, да? Правильный перевод будет мне столько-то, столько-то лет. Хорошо. Пятая фраза. Мен, пробел, да? Например, любую вместо пробела нужно вставить город. Любой город, да? Например, давайте вставим сейчас Шымкент, да? Мен Шымкент қаласынанмын. Я из города Шымкент. Или можно просто я из Шымкента. Эта фраза используется, чтобы назвать свой родной город или город, откуда вы приехали. Вот, например, мен
Мәскеу. Мәскеу это Москва. Мәскеу қаласынанмын. Или мен Санкт-Петербург қаласынанмын. Всем понятно? Мы переходим на шестую фразу. Мен тұрамын. Я живу. Эта фраза говорит о месте, где вы живете сейчас, в данный момент. Или можно здесь сказать еще адрес, да? Не путать адрес вашего проживания на данный час. Не путайте с предыдущей фразой. Хорошо, вот, например, мен Алматыда тұрамын. Вы говорите, мен Мәскеу қаласынанмын. Я как бы родился в Москве, но сейчас живу в Алмате, да? Бірақ мен қазір это сейчас, бірақ это но сейчас, бірақ қазір мен Алматыда тұрамын. Или Алматы қаласында, можно сказать, Алматы қаласында или Алматыда тұрамын. А еще, вот, например, вы заказали пиццу. Ну, допустим, да, вы хотели бы заказать пиццу, и у вас спрашивают, қай жерде тұрасыз, как бы, или адресіңізді айтып жіберіңізші, қай жерде тұрасыз, это где вы живете, или адресіңізді айтып жіберіңізші, скажите свой адрес. Тогда вы говорите, ну, например, мен республика көшесінде тұрамын, или республика даңғылында тұрамын, да? Ну, можно сказать полностью адрес. Такой-то, в таком-то адресе проживаю. В месте, адресе. Хорошо. Седьмая фраза. Мен мектепте оқимын. Я учусь в школе. Мен мектепте. Мектеп это школа. Мен мектепте оқимын. Или можно сказать мен университетте оқимын. Или смотрите, можно называть еще университет, да? Вот смотрите, мен, например, СДУ. СДУ. Вы знаете, да, такой университет? Надеюсь, все знают. СДУ университетінде оқимын. Я учусь в университете СДУ, да? Ну, или в СДУ университете. Используется, чтобы рассказать, где вы учитесь. Ну, или можно сказать, мен нөмірі 22-ші мектепте оқимын. Или мен Алихан Бөкейхан атындағы мектепте оқимын, да? Я учусь в школе имени Алихана Бөкейханова или 22-й школе. 22 это 22. Хорошо. Вот теперь смотрите, 8-я фраза. Мен. Вот смотрите, здесь обязательно нужно знать название вашей профессии. Например, мен дәрігер болып жұмыс істеймін. Я работаю доктором. Или мен мұғалім болып істеймін, жұмыс істеймін. Или мен инженер болып жұмыс істеймін. Я работаю учителем, доктором или инженером, да? По этой модели говорят о своей профессии или должности. Я работаю учителем, я работаю врачом, да? Хорошо. Следующая фраза у нас маған ұнайды. Мне нравится. Используется, чтобы сказать, что вам нравится. Можно говорить о людях, занятиях, еде, фильмах и многом другом. Вот, например, вы все знаете глагол оқу, да? И знаете перевод слова книга, да? Ктаб оқу. Читать книгу, да? Можно сказать, мне нравится читать книги. Читать книгу, читать книги. Маған ктаб оқу ұнайды. Мне нравится читать книги. И у нас предпоследняя, 10-я фраза менің мақсатым. Она самая такая важная фраза, так что запомните, дорогие зрители. Вот, например, вы хотели бы устроиться на работу. Вы хотели бы устроиться на работу и пошли на собеседование. У вас обязательно там спросят вашу цель. Да, например, зачем вы устраиваетесь на работу или вообще жизненную цель могут спросить. Тогда вы спокойно, да, можете сказать менің мақсатым табысты болу, быть успешным. Менің мақсатым табысты болу. Моя цель быть успешным. После этой фразы обычно рассказывают о своей цели или мечте. Хорошо, запомните. Менің мақсатым. Мақсат это цель. Менің это моя. Моя. И последняя фраза на сегодня.
танысқаныма қуаныштымын. Вы эту фразу знаете, я ее только что говорил. Это приятно познакомиться. Это вежливая фраза, которую обычно говорят в конце знакомства или после представления. Хорошо, всем спасибо. Давайте теперь послушаем диалог. Сәлем, атың кім? Сәлем, менің атым Данияр. Ал мен Мақсатпын. Танысқаныма қуаныштымын. Саған мектепте оқу ұнай ма? Я, маған ұнайды.